Так, мы снова на реке, выбрались на часик, на два. Пока я собирал удочку, Алексей уже поймал полосатого разбойника на воблер от Pantone 21 Гипноз. Так, ну что, сейчас тоже начну бросать. Поставил Ридж 46, ну, в 46 размере. Сейчас попробуем на него покидать. Значит, какое дело тут произошло со спиннингом Nova Bosco от Graphite Leader. Значит, после первой же рыбалки я обратил внимание, что повредилось покрытие пробки. Пробковое покрытие, ручка, повредилась. Треснула вот здесь вот. Я попытался склеить, наклеил скотч, скотч отклеил, вылетела шпаклевка, появились дырочки. Пришлось все это отремонтировать. Приятного мало, покрыл лаком, как бы в принципе все нормально сейчас, но момент довольно-таки неприятный. За такие деньжища после первой рыбалки проводить какой-то ремонт. То бишь как-то рукоятки из Эва, наверное, более надежные и практичные. Я для себя сделал такой вывод. Был какой-то контакт сейчас, но небольшая, возможно, рыбка. Да, попробовать нужно, наверное, на поверхностной приманке, потому что чувствую, что здесь глубина-то совсем небольшая, потому что цепляет траву. Сейчас сделаю еще один забросик и поставим приманочку с небольшим заглублением. Чтобы приманка шла, ну, где-нибудь, может быть, сантиметров 30 заглублялась, либо делала усы. Сейчас попробуем. Будем экспериментировать. А нет, здесь контакт с травой возле берега. Так, сейчас меняю на другой. Значит, заменил воблер, поставил фоб от Pantone 21. Стиляга называется. Сейчас попробуем на него. Полетные качества у него не совсем хорошие, но летит. Приманка идет сантиметров от 10, ну не больше. Даже вот вырывается наверх. Не хочет. Так, сделаем еще один заброс и поставим что-нибудь другое. Попробуем тоже гипнозик. Гипнозики от Pantone 21 в прошлом году были у меня фаворитами. Посмотрим, что будет в этом сезоне. Определенно сильное течение для этого воблера. Да. Меняем.
У меня еще такая проблема возникает, ребята, если кто понимает, там подскажите в комментариях. Значит, GoPro у меня отключается. Ну и бывают такие моменты, что подвисает и ничего, кнопки не реагируют. Снимает, а потом перестает снимать. Ну что там? Ага, он маленький голавлик вот сейчас проплыл. Поляризационные очки увидел я. Угу. Оп! Тоже пока ни одной поклевки. Есть, ребята, есть. Не крупный, но не крупный, но это жерешок, ребята, да? До этого ударила явно рыба более крупных размеров, но все, сам убежал. Значит, это у нас чирфул. Значит, СПСР. Так, уже неплохо. Первая поклевочка. Ага. Возле берега кидаю приманку, и они вот это, маленькие рыбки, вот они прям вот у меня здесь под ногами охотятся. Пришел к Алексею, поймал окуня он. Но где здесь? Здесь грамм 200. Ну, может быть. Воблер, который у него в коробке лежит с 90-х. Лет 20, наверное, больше. И на его счету первая пойманная рыбка? Может, раньше стоял, не помню. Но давно не доставал его. Вот так вот. Сюрприз, однако. Я поймал небольшого жерешка там. Жерешка поймал? Да. Ну, маленького, такого же, вот как окушок. Ладно, продолжаем, ребята. Пойду поменяю позицию и продолжим. Так, ребята, начинается дождь. Вот, оказывается, какая тема-то. Да? Все, ретируюсь срочно. Срочно ретируюсь. Значит, передавали. Сейчас слом погоды. 2 дня было жарко. Здесь прям сплошь до грозы. Завтра. Поэтому бегу к машине. Наверное, рыбалка на сегодня подошла к концу. Да, смотрите, что заворачивает. Одну проводочку. Ну, в дождик. На чабика. И отсюда еще нужно выбраться в дождик, ребята, я вам скажу. Вон рыба активировалась прямо у меня под ногами. Все, ребята, бегу. Ух, рыба ожила. Бегу к машине. Так, ребята, ну что, дождик нам сказал, хватит рыбачить. Подведем итоги. Значит, Алексей поймал 3 окушков, а я маленького жерешка. И сейчас будем выбираться, дорога. Если сейчас раскиселится, то, возможно, мы отсюда не выйдем. Поедем за нормальной машиной. Так что сворачиваемся. Завтра планируем выехать на какое-то озеро браконьеров. Говорят, там одни сети, шмети, все остальное. Ну, погоду опять же передают дождливую, гроза. Посмотрим. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч, друзья. До свидания.